Приветствую зрителей на канале Центра политики и правовых исследований. С вами снова я, журналист Семитай Аманбеков. И мы сегодня говорим на очень актуальную тему на сегодняшний день. Это про ситуацию вокруг журналистики в стране. Тема называется «Выводы из ситуации вокруг Темиров Лайв и роль и дальнейшие шаги расследовательской журналистики в Кыргызской республике». Лично я не являюсь журналистом-расследователем, я, наверное, больше журналист-аналитик, журналист-новостник, который привык работать на передовой. Поэтому сегодня у нас в гостях Адиль Турдукулов, гражданский активист, журналист-расследователь, который стал лауреатом нескольких премий в расследовательской журналистике. Поэтому сегодня проведем такой мини-диалог на эту тему. Давай. С точки зрения журналиста-расследователя и журналистика-аналитика. Вот. И у меня первый вопрос к Адилю будет. Ну, вот вся ситуация вокруг Болота Темирова, которая сегодня обрела второе дыхание, да, стали известны некоторые подробности того, каким образом давление осуществлялось на его редакцию, да, каким образом снимались вот эти громкие видео. Все, что это было спланировано спецслужбами и потом выкинули в интернет-пространство в нужный момент. Вот на твой взгляд, какой сигнал государство и власти дают журналистам, осуществляя такие действия? Ну, нет хода без добра. Мне кажется, что вот эта вся ситуация, она стала большим уроком для самой власти, когда мы, журналисты, не дали в обиду своего собрата, вышли на митинг в его поддержку. И мы, скорее всего, выходили даже не за него, а выходили за себя и за свои принципы, за то, чтобы за профессиональную деятельность не гнобили журналиста и выявили тем самым солидарность. Потому что других путей, чем выходить на митинги и даже на шествия, других способов защитить нашего коллегу не было. Если бы властям и правоохранительным органам удалось бы его арестовать и это дело в невыгодном для нас всех свете представить, то тогда бы уже и завтра к тебе пришли, и, возможно, мне пришли. И тогда это вот не только расследовательская журналистика, но и любая активность в гражданской сфере такого нейтрального, независимого, оппозиционного характера, не только журналистов, но и гражданских активистов, экспертов даже и политиков, она была бы под угрозой. Поэтому на митинге и были все неравнодушные граждане. И для меня это было тоже, кстати, примечательно, то, что в отличие от других митингов, вот там были люди совсем разных профессий, которых я никогда не видел и не представить не мог о том, что они когда-либо выйдут на митинг. И более того, были люди, которые, наоборот, нас осуждали, говорили о том, что вы уходите на митинги, типа, что это такое. Вот, значит, и их достало. И в целом митинги такого рода приобретают такой свой очень важный такую ауру. Потому что раньше митинги, они были таким маргинальным свойством. И казалось, что это маргинальное свойство, потому что если собирались люди, то с окраин, то это были люди там, если городские, то всего 4-5 человек, как у нас это происходило там. Ну, со времен реакции же все поменялось. Да, все поменялось, и вот эти митинги, они становятся такими, даже такой модной вещью. Если это действительно носит характер такой гражданской инициативы и ответственности, поэтому в целом я считаю, что хороший результат мы достигли. Ты тоже так считаешь? На твой взгляд, насколько власть потеряла в рейтинге после этого случая? Она очень сильно потеряла в рейтинге. И понимает ли она? И я задаюсь другим вопросом. Я задаюсь вопросом, почему на это они пошли. Несмотря на то, что уроки, то есть такие прецеденты случались, и не только журналистами. Текебаева часто вспоминали, потому что точно такая же провокация в отношении была в 2006 или 2007 году. Матрешка гей. Да, когда он в Польше оказался в руках польских пограничников и очень удивлялся польскому правосудию, когда они выяснили, кто он такой, увидели весь бэкграунд, и даже в решении суда было сказано, что этот человек с такой биографией не может быть причастен к наркоторговле и к распространению наркотиков. И я думаю, что во многом причина этого вот то, что Нурбек Токтаконов говорил, когда мы возле ГВД были,
что исполнители всех этих кляус и вот та же провокация, которая была в отношении Текебаева, сами исполнители никакой ответственности не понесли. И вроде бы власть меняется, революция случается, как бы каждая власть говорит о том, что будет очищение, а вот сами исполнители, они все время выходят сухими из воды. И в этом случае точно так же милиционеры и другие лица, причастные к этому, они понимали, наверное, в себе, что как бы власть не сменилась, они всегда необходимы будут режиму. То есть вот такие грязные выходки, и поэтому и случаются рецидивы, к сожалению. На мой взгляд, есть определенные силы, которые открыто подставляют высшее руководство страны. Потому что с высокой трибуны на итоговой пресс-конференции президент страны говорит, что он не то что преследовать, даже в суд не будет подавать на журналистов, да, даже за искаженную информацию, а отвечать журналистам результатами своей работы. Призывает журналистов помогать этими расследованиями очистить страну от коррупционеров, пополнить казну, дать возможность стране сделать новый рывок. И тут же те же самые лица, наверное, в среднем звене исполнителей, о которых, собственно, ты говорил, да, они, как оказывали такую медвежью услугу до этого Джеймбекову, Атамбаеву, Бакиеву, Акаеву, такую же медвежью услугу оказывают этим. Я не могу понять, почему этого не видно, из уроков не делаются выводы. Вот самый большой вопрос. Также, например, я спрашивал Кундуз Джолдубаева, тоже на митинге была, и она говорит, у меня, говорит, тоже такое ощущение, что внутри власти действуют диверсанты. В ответ на это я сказал, ну, наверное, атамбаевские диверсанты. Там действует, действительно, такое мнение может сложиться, но я опять же этим же вопросом задаюсь, и я работал помощником премьер-министра короткий период, и я помню, какие сводки приходили со стороны Министерства внутренних дел. Такое ощущение складывалось, что везде митинги, и все они носят деструктивный характер, все они направлены против действующего режима. И вот такая накрутка, она происходит у каждого президента. Даже вот Джапаров, до этого предыдущий президент Атамбаев, там, они вроде бы вышли с оппозиционного и сферы, и как бы во многом благодаря свободным СМИ. Произошла очень сильная трансформация в негативную сторону, когда они в отношении тех людей, которые их возвысили, тех же НПО, гражданских активистов и бывших соратников, начали клеить ярлыки очень плохие. Да? Почему это происходит? Опять же, потому что президент, который оказывается на самом верху, он оказывается в информационном пузыре, когда ему с утра, в обед и вечером вот такого рода сводки приходят. Но и еще сводки с первого отдела. Они носят вообще еще более такой, как мне кажется, одиозный характер. Когда говорится, что враги вокруг, это еще накручивается, говорится о том, что это все поддерживается там, глобальными силами, чуть ли не сионистскими и тому подобное. И у человека складывается впечатление, что вокруг враги, вокруг диверсанты. И в ответ на это он, возможно, прямых указаний не дает, но отдает какой-то определенный карт-бланш. Но он не понимает, что каждый раз отдавая силовикам такой карт-бланш, они, наоборот, его захватывают в качестве заложника. И потом, последний случай, вот Атамбаев почему говорит, а Акаса предали? Ну вот потом люди понимают. Это можно было бы сказать про Атамбаева, про Джеймбекова, люди, которые не активны в социальных сетях. Нынешний президент активен в социальных сетях, и он может видеть настоящую картину, потому что соцсети, слава богу, пока никто не контролирует. И можно было видеть, что было после задержания Темирова, после этих видео, да, какие скандальные посты были. И почему бы из этого не сделать выводы. Но единственное утешает, что вот мы были на дискуссии с советником президента, и он после эфира сказал, что на самом деле... Космонбетов, да? Нет, Абыкеев. Да. Космонбетов, госсекретарь сейчас. Он сказал, что действительно на совещании по болоту Темирова президент высказал свое недовольство всем этим. Сказал, не нужно было так делать. Для чего? Это очень опасная такая практика, да? Еще больше опасная практика навешивания ярлыков. Если глубже посмотреть, это фактически раскол общества на две части. Да? То есть там, на врагов, это НПО, активисты, там, соцсети и там истинных, в кавычках, патриотов Кыргызстана.
На митинге возле МВД ко мне подошел один из митингующих и говорит, почему в своих материалах Болот Темиров не хвалит, не показывает какой-то позитив, не хвалит там существующую власть. Я говорю, но формат расследовательской журналистики не предполагает показывать позитивные вещи. Он показывает расследовать какие-то изъяны, какие-то проблемы, да, выявлять. Это формат такой. Ну, да, для этого человека это было достаточно сложно. Ну, знаешь, я хочу с тобой обсудить другую вещь. Вот смотри, это вот такой, как журналистов, да, такой между собойчик, чтобы там понять этот формат. В то же время вот Болот Темиров в каждом расследовании, и не только в этом, да, которое было послужило вот насчет Ташиева, он не берет второе мнение. Хотя ты как журналист должен знать о том, что как бы второе мнение обязательно. С другой стороны, существует мнение, что он и не является таким журналистом классического вида. Это такая блогерская журналистика, такая гражданская, где он высказывает свою точку зрения, где он обвиняет. Но мне кажется все-таки, что в любом расследовании обязательно надо брать и противоположную сторону мнения. То есть в самом расследовании указывать. Потому что, когда этого не делается, ты сразу становишься в один ряд и противопоставляешь себя против власти. Хотя те же доноры, которые, например, его, там, других журналистов поддерживают, они всегда говорят наоборот, что необходимо сотрудничать и с органами правопорядка, наоборот, требовать от них исполнения, знать их точку зрения, знать их мотивы и тому подобное и так далее. Если бы это произошло в самом расследовании, возможно, мне кажется, я хочу твое мнение тоже об этом услышать, что в этом случае такой реакции чрезмерной, агрессивной со стороны правоохранительных органов и власти в целом не было. Ты как думаешь? Ну, я думаю, это справедливо. Я не знаю, обращался ли Болот Темиров к руководству этого НПЗ, делал ли он какие-то официальные запросы. По крайней мере, у меня такой информации нет. Ну, он, если даже не получил ответа, но он мог это указать. Тогда да, он мог сказать о том, что делал такого рода запросы. Я согласен, да, это один из стандартов международной расследовательской журналистики. Но я хочу сказать вместе с тем, что даже несоблюдение этих стандартов не должно влечь на себя такие репрессивные методы. Есть цивилизованные законные методы. Самый крайний из них это подать в суд, но на крайний случай выпустить такое же качественное расследование, где показать, что вот Болот Темиров не обратился к нам, мы за него сделаем часть этого расследования. Да? Вот на самом деле вот так, здесь вот так, то, что нам там он начертил на доске, это можно было, да, визуализировать с помощью, там, я не знаю, каких-то других блогеров попросить, они бы это то же самое сделали. Да? Меня беспокоит, что в ответку применили самые грубые методы, да, которые были. Я даже ни при одном президенте не припомню, чтобы вот так с журналистами так топорно и так неуклюже пытались бы расправиться. Вот на твой взгляд, почему вот так необдуманно они сделали? Потому что сферы, которые очень сильно продвинулись в Кыргызстане в целом за 30 лет, это и медийная сфера, это сопутствующие им IT, в том числе гражданское общество, неправительственные организации, у них очень много методик. Но в то же время вот эти правоохранительные органы, которые у нас существуют, у них до сих пор сталинское мышление, во-первых, и репрессивные методы подавления. То есть они других способов не знают. Наверное, в том числе из-за того, что сами органы спецслужб, они не имеют права вообще выезжать за границу даже после отставки. И поэтому они существуют в самом информационном вакууме. Единственное учебное заведение, где самое высшее, где они обучаются, это Московская академия ФСБ, где, мне кажется, тоже про работу со свободными журналистами, там достаточно большие провалы. Поэтому, наверное, это отсутствие профессионализма и в целом утечки кадров, низкая квалификация, в том числе из-за того, что в эти органы назначаются не специалисты в этой сфере, были и журналисты вроде Сегизбаева, который сам был НПОшником, если так брать, да? Камчыбек Ташиев, который тоже не профильный, до этого назначались вообще бывшие руководители МВД, которые тоже не знакомы со спецификой работы в этих очень сложных, на самом деле, органах. И в целом это еще раз повод поговорить о приоритетах наших спецслужб, о том, чтобы они занимались прежде всего внешней безопасностью, угрозами на границе, контрразведкой. Например, почему бы вот эти все силы, которые были направлены против внутренних, так сказать, врагов, почему бы не поработать
и те же средства не направить для работы с той же таджикской оппозицией. Например, я говорю, к примеру, к тому, чтобы они в своей повестке говорили о нормализации отношений с кыргызским народом, о том, что враг на самом деле у нас внутри сидит, Рахмон, там, и тому подобное, и так далее. То есть это нормальная практика работы госорганов. Но почему-то из-за отсутствия специалистов, из-за того, что этот орган вообще не подконтролен, он подконтролен только лично президенту, а президент зачастую сам становится заложником этих органов. Пока эти органы не будут под пристальным контролем парламентского комитета, который будет требовать о них соблюдения норм, да, и законов, то, к сожалению, этого не произойдет. А мы наоборот видим, как руководители спецслужб приходят в парламент, не наоборот угрожают в отношении депутатов. О каком парламентском контроле мы можем говорить? Тем более при нынешней Конституции, где она выполняет функцию больше нотариуса или принтера, да? Да. Расследовательская журналистика в Кыргызстане, на твой взгляд, насколько это формат нам нужен? На твой взгляд, куда он должен двигаться и как власти должны вообще на этот жанр смотреть? На самом деле журналисты в полуавторитарных странах, как наши, или в авторитарных, да, они выполняют несоизмеримо большую функцию, чем в развитых западных странах или в США в той же самой. Потому что там есть действенные институты по борьбе с коррупцией. Это и парламентская оппозиция, это и справедливая судебная система, суды, да. и прокуратура, которая действует автономно от президента. То есть это достаточно механизмов для борьбы с коррупцией. У нас, к сожалению, эта функция полностью деморализована у тех структур, которые этим должны заниматься. И во многом зачастую журналисты берут на себя несвойственную функцию расследовать и выносить вердикты таким образом. И поэтому, наверное, вот такой характер немного реакционный тоже носит некоторые расследовательские дела, да, которые вот Темиров, Али Токтакунова там, и тому подобное. В целом, если я бы наоборот хотел, чтобы этим вопросом больше занимались правоохранительные органы, чтобы мы им больше доверяли, или судам. А журналисты, как, например, в Швейцарии больше освещали о том, сколько снега выпало в Альпы или там подобное. Ну или хотя бы сигналы давали бы, да, вот здесь коррупция, пожалуйста, расследуйте. Да. Но мне нравится о том, что как у нас все развивается, мы с гордостью можем сказать, что журналистика у нас самая свободная и самая активная. И в то же время расследовательская журналистика, она больше всего продвинулась в регионе. И в том, что вот даже вот то, что сегодня вышло, это вот тоже хороший пример сотрудничества. Когда местное издание «Клоп» в сотрудничестве с Азатык, с иностранным изданием, да, которое финансируется со стороны Сената США, да, Конгресса США, и там ОССРП, международная структура, вот они кооперируются, вот такие какие-то очень важные расследования делать и выводят на чистую воду тех лиц, которые спровоцировали очень плохие действия в отношении Темирова. И, на мой взгляд, власти должны к журналистам относиться как к самым близким друзьям, которые на самом деле, врагам, если у них есть цель действительно, да, очистить страну от коррупции, улучшить ее, там, победить бюрократию, то лучших, по крайней мере для Кыргызстана в данном этапе лучших помощников, чем журналисты, не сыскать. Я думаю, что руководство, наоборот, должно было позвать всех журналистов, да, на какую-то общую площадку, сказать: ребят, давайте вот вам карт-бланш такой-то, да, давайте вот действительно вот то, что ты сказал, две стороны будем давать. Если там правоохранительные органы найдут там состав преступления, то по всем к ним будем отношения принимать меры. Если где-то что-то там не получится, ну да, тогда вы должны извинения попросить. Это был бы такой нормальный диалог. Я надеюсь, что мы к такому уже придем. Давай, завершай дискуссию тогда твои, да, что ты напоследок хотел сказать? Ну, напоследок я бы хотел сказать, что то, что я вначале говорил, то, что такие случаи, они наоборот укрепляют солидарность среди журналистов, они указывают на то, кто есть who, да? Кто действительно за свободу своего слова выступает, а кто просто иногда использует это для решения своих вопросов, и вот это наглядно все показало. Да? Я выражаю благодарность тем людям, которые вышли в поддержку Темирова, потому что они выходили не за Темирова, не только за него, но и в целом за то, чтобы была свобода слова у каждого человека, и не только журналистов. Я бы в двух словах хотел бы сказать, что солидарность сейчас нужна не только для журналистов или не только для активистов. Солидарность нужна для всей страны в целом, в том числе
солидарность с властями, солидарность с оппозицией. Городские должны быть солидарны с сельскими, кыргызы должны быть солидарны там, с другими национальностями, потому что самая большая угроза, которая у нас есть, это экономическая угроза. Да? У нас огромный внешний долг, у нас очень сложная ситуация с ВВП и инфляцией из-за пандемии и очень сложные вопросы вокруг границ. Чтобы их решить, народ должен быть единым кулаком и идти единым фронтом. Каждый раз дробя народ там, на городских, сельских, на НПОшников и провластных, да, мы только отдаляем себя от этой цели сохранить и укрепить нашу государственность. Поэтому я хотел бы призвать всех людей, кто сегодня воюет внутри страны, там, друг против друга, да, бросить эту затею, а властям стать тем индикатором, той силой, которая бы нас всех объединила. И чтобы мы вот все проблемы, которые у нас есть, решали бы сообща. Ну, с вами были сегодня журналисты Семитай Аманбеков и Адиль Турдукулов. Давайте будем прощаться. Увидимся на канале Центра политико-правовых исследований, где будем обсуждать самые горячие актуальные темы.